Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами. Телеканал Якутия-24, НВК Саха. Это «Утро Якутии» на календаре 20 октября, четверг. Почти что мы добрались до конца рабочей недели, но осталось нам пождать еще сегодня и завтрашний день. Тем не менее, поводов не улыбнуться себе с самого утра, это, конечно же, таких поводов нет, поэтому советуем и призываем. Проснувшись, открыв глаза, улыбнитесь, и тогда хорошее настроение на весь день вам обеспечено. Что будем делать сегодня, конечно же, я немножко напомню. Это обязательно будут интересные гости, с которыми поговорим на не менее интересные темы. Конечно же, наши постоянные рубрики и много всего интересного, познавательного и полезного. Ну и, конечно, в начале эфира хочется напомнить вам о нашем фотоконкурсе «Первый снег». Уже завтра мы подведем итог по этому конкурсу и узнаем, кому достанется подарок от нашей редакции. У вас еще есть время успеть и принять участие. Для этого вам нужно сделать, либо найти же все-таки в архивное фото с первым снегом, отправить его на наш номер 8-914-273-4488. Подценивается, конечно, креативность и фантазия. Можно это отправить фото с детьми, природой или какую-то абстракцию. Все только в ваших руках, или точнее в ваших смартфонах. Ну а сейчас давайте посмотрим на фото, которые уже нам отправили, которые претендуют на победу. Вот отличные кадры пришли от нашей телезрительницы Марии Николаевны. Река и первый лед. Также красивое фото первого снега на улицах нашей столицы от Владимира Григорьева. А у нашего телезрителя Николая уже совсем заснеженные ели. Видимо, где-то он далеко на севере находится. Увидим мы сейчас эти ели и посмотрим, насколько же прекрасен северный лес. Вот эти ели демонстрируются нам на экране. И последнее фото. Это фото первого снега на реке Индигирка. Прислали ее жители Белой горы. И, конечно же, вот она, прекрасные виды. Вот. Ну, и также хочется напомнить, что у нас есть телеграм-канал, на который вы можете подписаться. Все это можете увидеть там. «Утро Якутии». В поиске телеграма просто слитно напишите «Утро Якутии» и все найдете. Ну, а пока вы спали, произошли кое-какие события в жизни нашей страны, нашей республики и короткая сводка новостей. Накануне артисты республиканских учреждений культуры в составе первой творческой бригады отправились в воинские части Дальнего Востока для организации полевых концертов для мобилизованных якутян и их товарищей из других регионов. Это первый подобный выезд. Первая творческая бригада якутских артистов вылетает в Приморье в составе 9 человек уже совсем скоро. Руководит делегацией председатель Союза театральных деятелей республики, артист Сахатеатра Аял Амосов. Всего в состав вошли артисты Сахатеатра, театра эстрады, театра танца, театра Аланхо, а также солисты филармонии Якутии, рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин. Также ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тысяч. Об этом вчера сказал президент страны во время совещания с Советом Безопасности. Также интересная информация о материнском капитале. Его можно будет направить на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. И главная новость, пока мы спали, президент России Владимир Путин ввел 4 уровня готовности на территории государства. Максимальный уровень реагирования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, средний уровень реагирования в приграничных с Украиной регионах России и уровень повышенной готовности в других регионах Центрального и Южного федерального округов, а базовая готовность остается во всех остальных субъектах Российской Федерации. Соответствующий указ главы государства уже опубликован. Ну а прямо сейчас самое время узнать, что же ожидает нас за окном. Поговорим немножко о погоде. Сегодня в центральных районах республики температура воздуха от -3 до -9. В Заречной группе от -4 до -11. В южных районах от -3 до -4. В Вилюйской группе улусов от -3 до -4, в Нижнеленских от -7 до -10, в западных от -2 до -3, в Колымо-Индигирской группе улусов от -3 до -22. Самая холодная точка сегодня в Уснере. В Янских районах от -16 до -27, на северо-западе от -6 до -8. Ну а тем временем в городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила -3 градуса, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного
ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег, на дорогах гололед, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется, остановится на отметке -2, -4 градуса. Помимо этого, днем ожидаются порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду. Ну, а наступление такой погоды часто связывается, точнее, с этим связан и рост заболеваемости ОРВИ. Он отмечен в Якутии. Главный эпидемиолог Минздрава сообщает, что по состоянию на 17 октября профилактическими прививками против гриппа охвачено всего 24,5% населения республики. В целом, в текущем эпидемическом сезоне необходимо охватить прививками против гриппа 60% населения. Конечно, в первую очередь речь идет о детях. И сегодня в нашей студии главный внештатный специалист Минздрава Республики по школьной медицине Анна Максимова. Анна Моисеевна, доброе утро. Вопрос такой, собственно, какова сегодня уже статистика заболеваемости ОРВИ среди детей? Доброе утро, Павел. Доброе утро, уважаемые зрители. На сегодняшний день у нас, конечно, идет же подъем сезонный заболевания остро-респираторными заболеваниями. Оно является у нас, если посмотреть по статистике, в принципе, с предыдущими годами у нас в этом году идет значительный рост заболеваний детей. В основном у нас болеют дети от 4 до 6 лет, а на втором месте у нас идут дети от 7 до 14 лет, на третьем месте у нас дети от 0 до 2 лет. Но, как уже видно, в основном болеют дети в организованных коллективах. То есть школы, детские сады? Да. Ну, вот говоря про школы, детские сады, как сегодня там проводится ли уже, если да, то как вакцинация против детей, обязательно ли согласие родителя, чтобы ребенку поставили прививку? Да, конечно. У нас активная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа уже началась в конце августа. Вакцинация у нас начинается совместно с договором о сотрудничестве между образовательными организациями и медицинским учреждением на территории обслуживания, которой находится данная школа или данный детский сад. Формируются прививочные бригады. Они работают в основном выездным методом. Бригада состоит из педиатра и фельдшера или же медицинской сестры. В определенные дни по договоренности они выезжают либо в детский сад, либо в образовательные организации, которые уже готовы принять их, и уже обычно это собирает сама образовательная организация, информированные, добровольные согласия на вакцинацию. Конечно, по федеральному закону 157, пункт 5, статья 5, пункт 1, мы обязательно собираем законных представителей согласия на добровольную прививку. Человек имеет право либо соглашаться на вакцинацию, либо отказаться от нее. Вот про отказ более-менее понятно. Другой вопрос. Допустим, выезжала бригада условно в детский сад. В это время ребенка по той или иной причине в садике не было, но прививку поставить хочется. Что делать родителям в это время? Тут тоже есть, конечно, выход. Прививку можно получить у участкового педиатра по месту жительства. Для этого нужно будет просто записаться на прием. Участковый педиатр выписывает справку о том, что данный ребенок получил данную вакцину. Все это записывается в справке и сертификат профпрививок, который потом доносится до образовательной организации, либо до дошкольного учреждения, где это все фиксируется в карте 026У, это медицинская карта ребеночка, а также в форме 060У, это профилактическая карта ребеночка. Вот, Анна Моисеевна, вопрос такой, а вообще о вакцине какую-то информацию, данные о самой вакцине где-то можно узнать родителям? То есть что сегодня ставится, кем это разработано, скажем так? У нас уже который год мы работаем с 2 вакцинами российского производства. Это вакцина Цавигриф и Ультрикс. Вакцины в основном они идентичные, переносятся детьми очень даже хорошо. Главное отличие Цавигриппа от Ультрикса, просто Цавигрипп он трехвалентный, то есть он защищает ребенка от 2 штаммов гриппа А и от 1 штамма гриппа Б. А Ультрикс в основном защищает он 4-валентный, то есть от 2 штаммов гриппа А и от 2 штаммов гриппа Б. Вакцина применяется у детей с 6 месяцев. Она инактивированная, без консервантов. И в основном вакцинируем мы детей
предварительно уже участковый педиатр смотрит их, предварительно уже школьный педиатр смотрит их. И, в принципе, таких побочных эффектов у вакцины нету. У детей от 6 до 3 месяцев, у которых первый раз получают вакцины, у нас имеется более щадящий метод вакцинации. Да? Они получают 2 раза с интервалом 28 дней. А также у нас после введения вакцины антитела уже формируются через 8-14 дней. Иммунитет специфически сохраняется в течение 12 месяцев, то есть в течение года. Ну, вот, собственно, поэтому ежегодно, в принципе, вакцинируется. Да. Вот вы сказали, 2 вакцины в основном сегодня используются. Есть ли возможность у родителей сегодня выбирать, чем вакцинировать ребенка? Да, на сегодняшний день у нас есть и вакцины Исави грипп, и Ультрикс квадри. То есть, ну, грубо говоря, условно, в школе проходит вакцинация, родитель может сказать, нет, надо, чтобы ребенку поставили конкретно вот это. Вопрос такой, кому-то, ну, в любом случае, такие люди всегда есть, кому противопоказана вакцинация от гриппа? Да, конечно, как и при любой вакцинации есть противопоказания, но они почти у всех одинаковые. Это острые лихорадочные состояния, это обострение хронических заболеваний и индивидуальная непереносимость вакцины, ну и специфическая для гриппа это аллергическая реакция на куриный белок. Ну и, соответственно, дети до 6 месяцев. Ну и последний такой вопрос, ну, больше для расширения кругозора наших телезрителей, потому что, в принципе, я ответ на этот вопрос знаю, тем не менее, хотелось бы из уст специалиста это, конечно же, услышать. Есть такой миф, что вакцина, ну, любая вакцина, она как бы, ну, во всяком случае, от вирусов, чем является грипп, она полностью защищает, человек вообще прям не заболевает. Но по большей части вакцина, она снижает, ну, наверное, тяжесть болезни по большей части. Или все-таки вакцина от гриппа защищает полностью? Нет, ну это миф, конечно. Вакцина в основном, он где-то 60-80% действительно защищает от заболеваний. Ну и, конечно же, снижает тяжесть заболеваний. Ребенок может заболеть, но не доводить до тяжелого либо средне-тяжелого течения. То есть, грубо говоря, будет просто немножко температура подниматься без как обычная сезонная. Ага. Анна Моисеевна, спасибо большое за познавательный наш разговор. Ну, я призываю всех родителей все-таки не упускать эту возможность, потому что, ну, вакцинация любая, это, во-первых, достижение медицины, это достижение развития человечества, поэтому вреда нанести не может, ну, по определению, в принципе, а вот защитить свое здоровье при помощи нее, я думаю, очень даже сильно можно. Сейчас мы вместе с вами прервемся на короткую паузу, после которой мы вернемся и продолжим наш эфир и встречать этот день, 20 октября. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Транспорт на переправе Якутск-Нижний Бестях до ее закрытия будут перевозить по летним тарифам. В связи с теплой погодой в центральной части республики закрытие паромной переправы ориентировочно перенесено на 25-27 октября. Сейчас на перевозках заняты 12 судов. Также для грузовых автомобилей, перевозящих продовольственные товары и корма для сельхозживотных, будет действовать летний тариф на теплоходах, входящих в состав управляющей организации «Паромы Якутии» и работающих на переправе Якутск-Нижний Бестях. Осень и первые заморозки – время повышенного травматизма. Причиной часто служат гололед и скользкая обувь. Всего в Якутск завезено более 100 кубометров песка. За сутки в уборке и отсыпке улиц используют около 70 единиц спецтехники «Якутдорстрой». По словам специалистов, наиболее частые повреждения у якутян – это переломы костей конечностей. Во избежание падений и травм врачи рекомендуют отказаться от обуви на высоких каблуках, обходить участки с обледенением, делать небольшие шаги и быть предельно внимательными. Я просто шел по улице, поскользнулся и просто сломал, упал. Сразу я не понял, думал просто поболеет и пройдет. Потом я думал, это растяжение, потом оказалось, что перелом. Кроссовки скользят сильно по льду. Зимой не ходите в кроссовках. В Русском театре готовятся к очередной премьере. На сцене покажут постановку «Араб Петра». Спектакль по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого».
Работа над спектаклем предстоит большая. В нем занята практически вся труппа театра. Приглашены художники, хореографы, композитор специально для постановки написал аранжировки. Поставить спектакль на сцене Русского театра пригласили режиссера Алексея Ларичева, который уже имеет большой опыт работы с Русским театром. И ставил на его сцене спектакли «Нас обвенчает прилив» и «Деревья умирают стоя». Премьера спектакля «Араб Петра» намечена на 11 ноября. Этот год он у нас идет под эгидой 350-летия Петра I. Собственно говоря, это и было первым тем, почему мы взяли араба Петра Великого. Вкратце, да, это незаконченный роман Александра Сергеевича Пушкина. Понятно то, что театр Пушкина, пушкинская тема к нам, она очень близко всегда находится. И была такая задумка буквально года полтора назад, почему бы не взять именно этот материал. И как выясняется, то, что материал очень близок к сегодняшнему дню. Вернулись с успехом. В Якутске чествовали спортсменов после спартакиады по летним видам спорта. В Сочи завершились международные спортивные соревнования «Летние игры паралимпийцев». «Мы вместе. Спорт». Всего приняли участие 1200 спортсменов из 72 субъектов России и 10 зарубежных стран. Было разыграно почти 370 медалей различного достоинства по 8 дисциплинам. По итогам соревнований спортсмены сборной Якутии завоевали 15 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых. Наша республика представляла 9 спортсменов. Из 9 спортсменов мы завоевали 15 медалей в общем количестве. Из них 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей. Если взять по видам спорта, в первую очередь я хочу выделить плавание. По плаванию отлично выступили, по легкой атлетике тоже выступили отлично. По стрельбе из лука. Это «Утро Якутии», на календаре 20 октября. И по доброй традиции хочется напомнить, чего же нельзя делать по народным приметам сегодня. Во-первых, хозяйкам на заметку: сегодня не стоит работать с тестом, делать хлеб, вообще тесто месить, блины, какие-то пироги и так далее, потому что это может привести к проблемам в денежном плане. А также нельзя сегодня жаловаться другим людям на свою жизнь, какие-то проблемы, тяготы, в том числе связанные со здоровьем проблемы, иначе ситуация может стать еще хуже. Верить этим приметам или нет, исключительно дело каждого. А вот какими событиями 20 октября запомнилось в истории на нашей жизни, мы узнаем прямо сейчас. — 20 октября на календаре. Сегодня отмечается Международный день повара, Международный день авиадиспетчера и Международный день ленивца. По народному календарю сегодня Сергей Зимний. В этот день отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Сергий Печерский жил в XIII веке. Другой святой, Сергий Нуромский или Вологодский, живший в XIV-XV веках. Если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью бросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро. В 1714 году в этот день Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. В 1740 году австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия объявлена наследницей Карла VI Габсбурга. В 1827 году произошло Новоринское сражение. Это крупное морское сражение между Объединенным флотом России, Франции и Англии с одной стороны и турецко-египетским флотом с другой. Сражение стало одним из решающих событий греческого национально-освободительного восстания 1821-29 годов. В 1880 году Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей. В этот день родились Дмитрий Донской, великий князь Московский и Владимирский; Джеймс Чедвик, английский физик, открывший нейтрон, нобелевский лауреат; Энрике Бернат, испанский бизнесмен, основатель компании Чупа-Чупс; Игорь Горбачев, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР; Еремей Парнов, советский писатель-фантаст, публицист, кинодраматург; Валерий Борзов, советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион; Дани Миноук, австралийская певица, актриса, фотомодель, дизайнер; Дмитрий Оленичев, советский и российский футболист, тренер, общественный деятель. Именины в этот день отмечают Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей и Юлиан.
Лыжный сезон уже не за горами. Кто-то из лыжников в ноябре, а кто-то даже в октябре отправляется на первые сборы на снегу, так называемую вкатку. А Алдан одним из первых встречает спортсменов, потому что естественный снежный покров тут устанавливается уже в начале октября. В лыжном комплексе Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва пройдут тренировки группы сборных команд России по лыжным гонкам и биатлону. Также тренироваться в Алдане будут спортсмены из Белоруссии, Казахстана и ведущие лыжники Приморского и Хабаровского краев. Алданские лыжные трассы для заслуженного тренера России Юрия Каминского уже как родные. Более 10 лет он привозит сюда национальные команды по лыжным гонкам и биатлону. Кроме того, Каминский открывает Алдан для команд из стран СНГ. Теперь белорусы знают место для тренировок, где в октябре лежит настоящий снег. Единственный минус – расстояние и часовые пояса. Это единственный минус. Я думаю, что если бы было поближе, здесь бы вообще полстраны бы было, по крайней мере, полстраны России. Думаю, что ближайшие страны тоже были бы в более полном составе. Биатлонисты, наверное, приезжали бы. Вот. Единственное, что пугает, это разница во времени и расстоянии. Сборная Казахстана в Алдане уже не впервой и очень довольна состоянием трасс и их протяженностью. После тренировок в Алдане сборная отправится в Финляндию, готовится к первому этапу Кубка мира и очень сожалеет, что у российских спортсменов нет возможности участвовать в мировых первенствах. Мы очень, переживаем за российских лыжников, биатлонистов, то же самое, что всегда, где наши руководители, кто в международном ФИСе, они поддерживают наших российских коллег. Мы переживаем, конечно, хотим, конечно, чтобы все спортсмены выступали, потому что спорт, он объединяет, развивает культуру. Заслуженный тренер СССР и России Николай Лопухов впервые побывал в Алдане в середине 80-х годов прошлого столетия. Сегодня Алдан может похвастаться не только ранним снегом, но и инфраструктурой. Тут все комплекс великолепный. Именно комплекс. И тут и тир, и стрельбище, и снег. Все прекрасно. Как говорят тренеры, ранние вкатки позволяют определить возможности спортсменов, обкатать новые варианты нагрузок, поработать над ошибками. И здесь санкции и запреты, возможно, лишь укрепляют дух спортсменов, позволяя им набрать новые навыки, тактику и стратегию, которые при случае выведут наших лыжников и биатлонистов на недосягаемые высоты. Да, конечно, плохо, что соревновательная деятельность немножко такая внутренняя будет, но все равно здесь можно поэкспериментировать с какими-то моментами. Ответом на запреты мирового спортивного сообщества станут всероссийские соревнования по лыжным гонкам, которые пройдут в Алдане в конце октября. В них также примут участие национальные команды из Казахстана и Белоруссии. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алдан. Осень продолжает радовать не только жителей Алдана, но и Якутска. Уже с теплом мы все вспоминаем жаркие летние дни. Кто-то, может быть, вспоминает свой отпуск на берегу моря. Тем временем стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась многократно. А вот в Армению, например, в 30 раз по сравнению с показателем конца сентября текущего года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Также подешевели билеты в Ташкент, Тбилиси и Дубай. В целом стоимость билетов значительно падает. И если вдруг вы решили собраться в отпуск, слетать, то наши полезные советы будут как нельзя кстати. Путешествия нравятся всем, ну или многим, а вот летают с удовольствием единицы. Мы собрали несколько полезных советов, которые повысят уровень комфорта и снизят уровень тревожности при авиаперелете. Первый фактор, который влияет на тревожность перед перелетом, это боязнь полетов и навязчивые беспокойные мысли. Тем не менее, самолет по-прежнему остается самым безопасным видом транспорта. Страхи страхами, но статистика говорит об обратном. Летать безопаснее, чем, к примеру, ездить на машине. Аэрофобию нужно лечить, а не отдавать свое душевное спокойствие ей на растерзание. Второй немаловажный фактор – это удобство и, конечно же, одежда. Каблуки и джинсы в обтяжку отправляйте в багаж. Одежда и обувь должны быть удобными. Также это поможет быстрее покинуть самолет в случае какого-нибудь чрезвычайного происшествия. Не бойтесь выделяться. Это дома ваш чемодан вполне себе индивидуальность. На багажной карусели он сливается с массой других. Если нет возможности приобрести яркий дизайнерский, никто не мешает пометить свой серый, коричневый или черный чемодан яркой наклейкой.
Сделайте фото на память. Кроме того, сфотографируйте свой багаж. В случае его утери проще показать, как он выглядел, чем объяснять на пальцах. Сфотографировать можно и весовое табло при сдаче багажа. В заявлении об утере нужно указывать вес. Не забывайте про личный комфорт. Вместо громоздких и ненужных вещей вроде ноутбука и книг возьмите в салон то, что повысит уровень комфорта при перелете. Это прежде всего беруши или шумоподавляющие наушники, а также эргономичная подушка для шеи. Кстати, про уши. Чтобы их не закладывало, делайте глотательные движения или сосите конфетку, особенно при взлете и посадке. Не забывайте разминаться. Провести пару часов в одной позе значит приземлиться уставшим, разбитым и с отеками. Разучите какой-нибудь гимнастический комплекс для авиаперелетов. Как правило, он включает повороты стоп, поднятие ног, наклоны корпуса, круговые вращения шеи и, конечно, прогулки по салону. Кое-что на борту самолета раздают без ваших просьб, а что-то можно попросить. Например, налить воду в вашу бутылку. Или присмотреть за ребенком, пока вы сходите в уборную. Также на борту самолета есть аптечка. Болеутоляющая в ней точно найдется. Берите эти простые советы на вооружение и приятного вам перелета. Ну а тем временем частичная мобилизация вышла на завершающую стадию. В ближайшие дни она будет завершена. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев во время прямого эфира на канале «Россия-24». Сегодня на территории всей Якутии объединяется большое количество людей, которые добровольно готовы потратить свои силы и время во благо нашей Родины. Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Ярким примером стали сотрудники Национальной библиотеки Якутии. С сегодняшнего дня они работают волонтерами в республиканском штабе по оказанию помощи мобилизованным «Мы вместе». Несколько дней назад мы получили в мессенджерах сообщение, что нужны волонтеры, и мы связались с региональным штабом. И Ирина Егоровна Савина нас курирует и позвала нас, волонтеров, на Орджоникидзе 10 и здесь, в технопарке Якутия. Здесь в технопарке Якутия предоставил конференц-зал для швейного цеха. Мы уже работаем с готовым лекалом, нам помогли уже сделать. И, конечно, делать хотим все. Дело остается за малым, да, по сути. Это нужно... Потому что очень много времени, конечно, это занимает. Поэтому мастерицам лучше давать уже готовый отрезанный материал, чтобы они сразу начинали шить. Так, а здесь у нас уже вырезанные, да? Да, вот можно. Эти работы можно взять домой, да, и прошить их дома? Да, можно сделать. Ага. Это уже готовые, уже выкроенные. Комплекты уже готовые для шитья. Ага, карманы, передняя часть и вот обязательно непромокаемая часть будет с этой стороны, на коленях. На коленях? Ага, и карманы. И карманы. Обратите внимание, да, все швы у нас обработаны, да, есть кармашки, есть специальные какие-то холдеры, да. То есть вот такие полезные аптечки шьем сегодня. И еще что? Это толстовки, которые мы уже шили вчера. Уже готовые изделия, теплые. Ага. Нам с лекалом помогают наши опытные мастерицы. То есть вот это примерно какой размер? Это, наверное, 50-й. 50-й размер, да? Сколько времени уходит на пошив вот такой флисовой кофты? Например, мы вчера шили 12 комплектов уже и 8 штанов. Вот это сидушка, непромокаемая ткань, внутри еще мягкая и крепится тоже по лекалам все. Нас проконсультировали, поэтому уже готовы изделия уже много. И в этом отделе кипит работа. Рядом со мной находится Анна Павловна, она тоже является волонтером. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы узнали об этом кличе, да, что требуются мастерицы, требуются швеи? Пришло в группу сообщений по WhatsApp. Ну и так как я сижу дома, пенсионерка, шить сильно-то не умею, но решила помочь. Сейчас времена такие, по-моему, многие отзываются, да? Понимают, отзываются. Анна Павловна, а вот машинки это вам предоставляют или это ваши личные? Некоторые машинки, большинство машинок женщины сами привезли. Ага, ну и оставили, и все на них работаем.
Вот если бы сейчас, если есть желающие, они приехали бы сюда со своими машинками, да, еще. Тут места хватит, много места. То есть, дорогие друзья, если вы хотите вступить в ряды вот тех самых волонтеров, это достаточно просто. Если у вас есть своя швейная машина или же даже ее нет, вы можете подойти вот сюда в технопарк, и, собственно, здесь вам работа-то найдется. Нам нужен мастер. Так, то есть объявляем на всю республику, да, что вам нужен именно мастер по механик по ремонту швейных машин. Совсем скоро эта одежда, сделанная с любовью от жителей Якутии, окажется на наших солдатах. Ну и мы, конечно, уверены, что вместе мы сила. Замечательный пример отзывчивости. А вот герои нашей следующей рубрики также ждут отклика и надеются на помощь и заботу. Каждый ребенок должен воспитываться в семье, но, к сожалению, так бывает, что дети по разным причинам попадают в детские дома. И как хорошо, что есть те, кто берет таких малышей в свою семью. Мы надеемся, что и малыши, которых вы сейчас увидите в нашей постоянной рубрике «Пусть мама придет», обретут добрую, надежную и, самое главное, любящую семью. Представляем двух замечательных братьев. Знакомьтесь, это Леон, ему 5 лет. Он очень творческий мальчик, любит рисовать, лепить. И это у него получается очень хорошо. Глебу 3 года. И он очень любопытный мальчик. Глеб очень спортивный, физически развит, любит подвижные игры, игры с мячом. У Леона очень своеобразный характер, но он очень добрый и ласковый. Всегда помогает друзьям, брату. У Леона и Глеба есть младшая сестренка Милена. Знакомьтесь, это Милена, нам 1 годик. Поступила она к нам 15 апреля 2022 года. Девочка по характеру спокойная, улыбчивая, милая, с интересом познает окружающий мир, любит тактильный контакт, стремится к индивидуальным общениям. Учимся ходить, уверенно стоит, держась за перилом, ходит с поддержкой взрослого, очень любит играть стучащими, музыкальными игрушками. Сон у нас спокойный, аппетит у нас очень хороший. Милена шустрая и подвижная девочка. Она не сидит подолгу, предпочитая активные движения и изучая все происходящее вокруг. А еще Милена любит массаж. Милена у нас уже девочка большая, но немного ленивая. Сама еще не хочет ходить пока. Но активно ползает. Сейчас у нас Милена немного простужена, у нее еще плюс ко всему оздоровительному массажу, в общем, идет вибрационный массаж, чтобы помочь, да, откашливаться. Братья познакомились с сестренкой совсем недавно и пока с интересом наблюдают за ней и понемногу общаются. Мы надеемся, что Леон, Глеб и Милена обретут семью. А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Айсан Николаев разъяснил необходимость создания единого координационного центра регионов в Москве, чтобы отслеживать наших военнослужащих и помогать им в вопросах лечения, реабилитации, материально-технического снабжения и просто держать связь с военными частями. Также оперативно решать те или иные вопросы, обеспечивать информацией родителей и близких. Для этого требуется большая работа. Учитывая разницу во времени, необходимо, чтобы центр был максимально приближен к центральной части страны, сказал глава Якутии. Поэтому принято решение, что главной задачей постпредства региона в ближайшие месяцы станет координация работы с бойцами из республики.
5 лет со дня открытия отмечает исторический парк «Россия. Моя история». За это время парк стал площадкой для множества проектов и встреч, выступал и в качестве концертной площадки, и поэтической мастерской. В честь юбилея исторический парк подготовил насыщенную программу. Также круглой дате посвятили межрегиональное совещание. Приняли участие представители министерства, ведомств, а также гости, руководители исторических парков из Москвы и Новосибирска. Кроме того, в музее открылась выставка «Герои с вечно русским сердцем». Она посвящена тем, кто защищал Родину. Вошли фотографии 82 героев, из них 38 якутян. Время очень быстрое, оно моментальное, а вот виртуальный, скажем, музей или открывание кругозора, знаний, новых сведений о том, что нас окружает в виртуальном эквиваленте, оно ускоряет процесс, оно делает его всеобъемлющим, и оно влечет новое поколение, потому что новое поколение живет в реальном виртуальном мире, мире интернета, мире быстрой информации. В райцентре Горного Улуса растет число обращений по поводу бродячих собак. Десятки безнадзорных животных бегают по улицам Бердигистяха, собираются в стаи, тем самым представляя реальную угрозу. Самое интересное, многие собаки в ошейниках, а значит, у них есть хозяин. Жителей Бердигистяха волнует вопрос, кто ответственен в населенном пункте за наличие бродячих собак. Например, вот в нашем микрорайоне Матта многие ученики вынуждены ходить пешком, но, к сожалению, это очень опасно для наших детей, поэтому им приходится ходить через федеральную дорогу. Это, конечно, не менее опасно. Поэтому вот мы постоянно требуем и просим жителей, хозяев постоянно держать своих питомцев на привязи. Презентовали медали международных соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина. В мероприятии приняли участие олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Советского Союза Павел Пинегин, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Александр Иванов, победитель игр доброй воли, заслуженный мастер спорта Василий Гоголев. Напомним, что турнир пройдет 28-29 октября в Центре спортподготовки «Триумф». Всего прибудут около 150 спортсменов из 13 зарубежных стран. А лучшему борцу международного турнира вручат специальный приз. Это серебряная борцовка из чистого серебра весом 550 граммов. По данному эскизу мы еще приготовили памятные медали, да, для наших гостей. И эскиз он уже размером в диаметре 9 сантиметров, да, в ширине 7 миллиметров, очень качественный. Да, вот медаль получился. Вот на медали, значит, там на фоне Дмитрий Петрович Коркин, да, и наши прославленные олимпийцы Арман Михайлович Дмитриев, Павел Павлович Пинегин и Александр Николаевич Иванов. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы продолжаем. В следующем году некоторые многоквартирные дома республики могут остаться без управляющих компаний. Произойти это может в том случае, если они не пройдут процедуру лицензирования. Сколько домов могут остаться без управляющих компаний и почему сегодня мы узнаем это у нашего гостя, руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора республики Павла Аргунова. Павел Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Сколько сегодня вообще в республике управляющих компаний и почему многие из них могут лишиться лицензии на управление многоквартирными домами? Всего у нас в республике 213 управляющих компаний, которые имеют лицензию на управление многоквартирными домами. Вообще процесс лицензирования начался с 2015 года. В то время выдавались бессрочные лицензии. Но с 11 января 2018 года с внесением изменений в жилищный кодекс сроки лицензии были ограничены 5 годами. И, соответственно, те лицензии, которые были выданы до 2018 года, у них срок истекает как раз 11 января 2023 года. Законом установлен ограниченный срок подачи заявления. То есть те управляющие компании, у которых истекает срок, они должны подать нам заявление на перелицензирование, начиная с 60 дней до 45 дней
до истечения лицензии, то есть с 10 октября по 1 ноября. На сегодняшний день к нам подали 14 заявлений, поступило 14 заявлений, хотя таких лицензиатов у нас 140 управляющих компаний. То есть всего лишь 10% пока что подали такие заявления. Ну, может быть, как обычно, в последний момент эти заявления. Да, придут. скорее всего, в последний день как раз все остальные и подадут. Вообще, в каких случаях управляющая компания может не пройти лицензирование и потерять лицензию? Что для этого? Что нужно не делать, чтобы этого не случилось? Ну, во-первых, необходимо подать заявление таким лицензиатам на продление лицензии. Во-вторых, руководитель такой организации должен иметь действующий аттестат. Для того, чтобы получить аттестат, они сдают экзамен у нас в виде теста, состоящий из 100 вопросов. И самое основное, это управляющие компании не должны иметь грубых нарушений лицензионных требований. К грубым нарушениям лицензионных требований относится это то, что, вот, например, в ходе работы управляющей компании пострадал человек, ну, в процессе в связи с нарушением работы управляющей компании пострадал человек, либо погиб человек. Это один из самых таких грубых нарушений. Также к грубым нарушениям относятся наличие задолженности управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией двухмесячный период. Третье – это отсутствие договоров на техническую эксплуатацию лифтов, подъемных механизмов, газовых сетей внутридомовых. И третье – это непередача технической документации в случае изменения управляющей компании. Но вот как быть жителям тех домов, которые, ну, не дай бог, останутся вот без управляющей компании в случае, ну, в результате того, что компания просто потеряет лицензию? Ну, таких случаев, в таком случае жители должны собраться и выбрать управляющую компанию. По нашим сведениям, примерно 66 управляющих компаний из 140 на сегодняшний день не готовы к перелицензированию, то есть у них имеются грубые нарушения лицензионных требований. Это в первую очередь задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. У них в управлении находится 1816 многоквартирных домов. То есть это потенциальное количество домов, которые могут остаться без управляющей. Общее количество у нас по республике порядка 10 тысяч многоквартирных домов, из них 1816 могут остаться без управляющей компании после 11 января 2023 года. И что жителям надо будет сделать? Ну, выбрать другую управляющую компанию, у которой действующая лицензия будет, либо, если они не выбирают, то орган местного самоуправления за них выбирает временную управляющую компанию. Ну, вот вы упомянули как раз долг перед ресурсоснабжающими организациями. В случае, если вот управляющая компания должник, она теряет лицензию, перестает обслуживать дом, не ляжет ли вот этот долг на самих жителей? На жителей этот долг не ляжет. Ресурсоснабжающая организация судится с управляющей компанией, и в соответствии с действующим законодательством вот этот долг потом высуживает. Ну и завершая нашу беседу, вообще в целом, как в целом можете оценить работу управляющей компании наших якутских? Ну, признаю, что идеальных управляющих компаний нету. По всем управляющим компаниям к нам поступают жалобы. Например, в текущем году к нам поступило порядка 1000 жалоб по управляющим компаниям. Четверть из них рассмотрение этих жалоб завершилось составлением протоколов по административным делам. То есть мы оштрафовали, привлекли к ответственности данной управляющей компании, нарушения подтвердились. И это несмотря на то, что в текущем году мораторий по проверкам, мы вынуждены согласовывать с прокуратурой. Прокуратура нам только треть всех жалоб согласовывает. Ну, вот такая сложная ситуация у нас. Идеальных нет, но в целом хорошо. Павел Анатольевич, спасибо большое за эту беседу. Ну а мы продолжаем наш эфир.
Нюргенботур по-новому. В Государственном театре оперы и балета готовятся представить обновленную версию первой национальной оперы Марка Жиркова и Генриха Литинского «Нюргенботур». Впервые она была поставлена на сцене в год 25-летия якутской автономии в далеком 1947 году. С того дня это 6-я по счету постановка. В 1957 году оперу представили в Москве, а в этом году, в год столетия ЯССР, первенца музыкальной культуры Якутии вновь покажут в Москве, на этот раз на сцене Большого театра. О том, чем будет отличаться нынешняя постановка, какие костюмы шьются для спектакля, расскажет Вера Филиппова. Несколько постановок же было. Да. Это Потаповская Федота Федотовича постановка первая, 76-й год. Для прославленных мастеров якутской сцены Онегины Ильиной, Марии Николаевой и Романа Березкина опера «Нюргенботур» в свое время стала стартовой и знаковой в их творческой судьбе. В постановке 1957 года в Москве Мария Николаева, тогда еще студентка, сыграла роль подружки главной героини. Это потом, в 1977-м, она будет Туяра Майко. Сказали, что вы поедете в Москву, тем более еще первый раз. И еще главное, принимаем участие в такой большой мероприятии. И, конечно, радости было очень много. Тогда национальная опера, можно сказать, впервые открыла для московской публики многогранную якутскую культуру. Прославила эта опера Якутию, якутскую музыку, профессиональную музыку, артистов. Стали поддерживать культуру, профессиональное музыкальное искусство. Роман Березкин рассматривает в музее театра раритетные головные уборы артистов прошлых постановок. Как сегодня вспоминает спектакль 1977-го, где он исполнял партию Үрүң-Олон. Шили толстинку. Почему? Потому что мы худенькие, да? А нам надо показаться богатырями. Наш тогда директор в коридоре поймал меня и говорит: я видел тебя со сцены. Такой рослый, высокий, а ты, оказывается, не такого высокого роста. В разные годы опера дополнялась новыми деталями, интересными творческими находками режиссеров-постановщиков. Но главное содержание спектакля с вечными философскими и этическими ценностями в сочетании эпического наследия народа и профессиональной композиторской техники и музыкальной партитуры остаются неизменными. Фундамент уже заложен, и на этом держалась, и от сюжета тоже не отходили. Все-таки борьба добра со злом оставалась. Хотя и года ушли, и постановщики другие, все равно эта борьба продолжалась. И самое главное, добро побеждало. Я думаю, что это надо нам подчеркнуть. В нынешней 6-й по счету постановке якутское Олонхо приобрело масштабы, охватывающие разные мировые культуры. Режиссер-постановщик Андрей Борисов на этот раз решил исполнение оперных партий приблизить к классическому европейскому стилю, оригинально соединив с уникальной манерой звукоизвлечения калыгах. Фрагмент из битвы между Нюргенботуром и Отугутакы репетирует симфоническим оркестром театра дирижер-постановщик Константин Хватынец. Мы сделали новую инструментовку этой оперы, и она звучит совершенно по-другому. То есть оркестр получил цвет, другую фактуру, и она стала намного интереснее, оригинальней, я бы сказал, и хочется ее слушать. Впечатлить зрителя готовы и мастера творческих цехов театра. В мастерских кипит работа. Ведь только одеть и украсить предстоит более 180 артистов. Ой, так волнуемся каждый раз. И думаешь все время, ой, надо было так сделать. Ой, в следующий раз так лучше сделаем. Так. Уже переживаешь, сильно переживаешь. Это же все через себя проходит.
Не просто так, на автомате ничего не делается. Каждый, кто работает над спектаклем, действительно душой болеет за конечный результат. Дизайнер Юрий Лукин даже показал в соцсетях кропотливую работу, где из тысячи мелких деталей создаются украшения артистов. Для бутафора Петра Соловьева опера «Нюргунбаутур» тоже знаковая. В 1993 году, когда он только поступил на работу в театр, как раз ставили именно его. И если он тогда был в учениках у опытных коллег, в этот раз он создает атрибуты костюмов сам. Издревле существует борьба темных и светлых сил, и сейчас происходит то же самое. Наши друзья, родственники призваны, и работая здесь, я представляю наших ботуров там, как бы были они одеты, чтобы достойно защищать Родину, и через свою работу хочу этот дух передать им. Обновленный спектакль коллектива театров оперы и балета из Саха-театра готовится представить в Большом театре в Москве в декабре. И эта опера станет завершающим грандиозным событием в год столетия образования ЯССР. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. Ну, а сегодня четверг, день кинопремьеры. Прямо сейчас узнаем, какие киноновинки ждут нас в кинотеатрах. Доброе утро! Знакомимся с новинками этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена». Название главной новинки уикенда претендует в первую очередь исторический экшен Средневековья. Чешская картина постарается привлечь зрителя голливудскими актерами и масштабными боевыми сценами. Новинка больше рассчитана на мужскую аудиторию. Повествование разворачивается в 1402 году и вдохновлено реальными историческими событиями, произошедшими в бурные времена незадолго до гуситских войн. После смерти правителя Священная Римская империя погружается в хаос, а между претендентами на трон начинаются безжалостные кровопролития. В центре всего этого военного ужаса окажется бесстрашный лидер наемников Ян. Отважному полководцу приходится содействовать коварному политическому ходу, преградить влиятельному вельможе путь к власти. Для этого Яну приходится похитить его прекрасную невесту, но близко узнав женщину, главный герой понимает, что он испытывает к ней настоящие чувства. Из-за любви воин решает освободить даму, бросая дерзкий вызов целой армии и всем порочным дворянам. Мы можем погибнуть, дав им бой. Но это означает поистине достойную смерть! Жишка! Для любителей триллеров выходит заметный релиз «Море страха». Девушка Джесс знакомится с молодым привлекательным парнем по имени Бен, который приглашает ее к себе на яхту. Романтический круиз принимает неожиданный поворот, когда они подбирают терпящую бедствие Лекси, утверждающую, что Бен – маньяк, похищающий девушек. Кому верить и кто из пассажиров на борту настоящий серийный убийца? Узнаем в кино уже сегодня. Она чокнутая. Она подбросила все эти фото. Подумай, откуда она вообще взялась? Она убьет нас всех. Помоги мне! Будьте прокляты! Море страха. А на зрителей практически любого возраста рассчитана семейная лента «Мой тигр». Приключенческий фильм Брандо Куиличи рассказывает историю мальчика-сироты, спасшего в предгорьях Гималаев от безжалостных браконьеров бенгальского тигренка. Вместе они отправляются в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных. Друзей ждут захватывающие приключения, полные открытий и опасностей. Браконьер преследует мальчика. Он пойдет на все, чтобы получить тигренка. Ей нужна мать, чтобы выжить. Теперь это твой дом. Иди, иди! Мой тигр. Ну а на этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра.
Что ж, есть что посмотреть в кино, и это, конечно, не может не радовать. Поэтому планируйте свои выходные, смотрите хорошее кино. И на этой ноте наш эфир подходит к концу. И спасибо, что были вместе с нами в это утро. Завтрашнее утро мы тоже будем вместе. И как бы закончим мы на позитиве таком интересном. Ну, о нем чуть попозже. Вообще хотелось бы сказать, что не забывайте нам писать свои новости, не забывайте делиться своими новостями. Но говоря уже о том, на какой позитивной ноте мы будем заканчивать, это интересное такое видео, на кадрах которого запечатлена очень упертая корова. Она отчаянно идет к своей поставленной цели. Ее не смущает ни крутость склона, она хочет подняться непосредственно на вершину, на этот склон, на сопку, чтобы это не было. И через тернии к звездам, можно сказать, прорывается, пробивается. И все-таки у нее в конечном счете, конечно же, получилось добраться до того, к чему она стремилась. Поэтому берите пример с этой коровы. Если перед вами какие-то трудности возникли, но вы видите свою цель и знаете, чего хотите, то, конечно, не бойтесь, двигайтесь вперед, и все у вас обязательно получится. Ну а чтобы это все у вас получилось, небольшим подспорьем для вас будет что? Правильно, с утра смотреть наши эфиры, встречать утро вместе с «Утром Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Завтра нас ждет уже конец недели, пятница. Вместе с вами мы также этот день встретим, зарядимся позитивными эмоциями, полезной информацией, и все у нас пройдет замечательно. На этом я с вами прощаюсь. До встречи завтра на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха.